Объем задолженности по кредитам населения России за последний год вырос на 13%. Согласно результатам исследования РИА Новости, регионы с минимальной закредитованностью географически в основном сосредоточены на юге России. Первое место занимает Ингушетия. Низкая закредитованность в этом регионе, по мнению аналитиков, может быть связана с относительно слабой развитостью банковских сервисов и, как следствие, невысокой доступностью кредитов. Также в первую пятерку вошли Крым, Чечня, Дагестан и Севастополь. В этих 4 регионах уровень закредитованности экономически активного населения не превышает 20%, что заметно ниже, чем в среднем по России. Первым неюжным регионом с небольшой закредитованностью стала Чукотка, которая в текущем рейтинге занимает 6-е место. На 7-й строчке расположилась Москва. Наиболее значительный уровень закредитованности наблюдается у Калмыкии, Тувы и Курганской области. Что касается объема задолженности по кредитам на душу экономически активного населения, то он составляет 230 тысяч рублей в среднестатистическом регионе России. Наиболее распространенным диапазоном объема средней задолженности является 200-300 тысяч рублей, которым характеризовались 47 регионов. А в 17 регионах долговая нагрузка находится в пределах от 100 до 200 тысяч. В свою очередь, задолженность свыше 300 тысяч рублей была у 16 регионов, а менее 100 тысяч лишь у 5 регионов. Лидирует по объему задолженности перед банками на одного экономически активного гражданина Ямало-Ненецкий автономный округ. На 2-м, 3-м и 4-м местах находятся Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия и Ненецкий автономный округ. Замыкает пятерку Тюменская область. Таким образом, лидерами по этому показателю являются северные регионы, что объясняется относительно высокими зарплатами. Самый низкий долг населения перед банками отмечается в Ингушетии, 2-е и 3-е места у Чечни и Дагестана. Общий спрос инвесторов на дебютные облигации Визфинанс, входящие в группу ВИЗ, превысил 3 миллиарда рублей. Спрос со стороны физических лиц составил более 1,5 миллиарда рублей. Размещение планируется на московской бирже 20 октября. Напомним, группа ВИЗ создала свыше 85 крупных объектов энергетической, промышленной, транспортной, социальной и нефтегазовой инфраструктуры в 23 городах России и Европы. Реализует крупные инфраструктурные проекты в Московской, Новосибирской областях, Хабаровском крае, в Якутии, Югре и на Ямале. Минпромторг Российской Федерации допустил возобновление экспорта самолетов Сухой Суперджет-100 не раньше 2022 года. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, на данный момент сверстаны все планы по внутренней повестке, что дает возможность обеспечивать загрузку производства на текущий и следующий год. А возобновление экспортных поставок произойдет не раньше 2022 года. Согласно открытым данным, последний раз Сухой Суперджет-100 поставлялся на экспорт в 2018 году. Получателем самолета была ирландская авиакомпания CityJet. Основными заказчиками самолетов на ближайшие годы являются государственный Аэрофлот, подконтрольная Ростеху Red Wings, региональная Якутия и летающий только на суперджетах Азимут. Якутия получит более 288 миллионов рублей на переселение жителей закрывшихся поселков. Республика получит 112 сертификатов. Большая доля жилищных сертификатов предназначена для жителей закрывшегося еще в 1997 году поселка Лазо в Верхоянском районе. Он был образован во время разработки месторождения золота, выполнял функцию горнодобывающего центра. После прекращения добычи природных ископаемых поселок был заброшен, а после закрыт. Не все жители смогли реализовать право на получение жилищной субсидии после ликвидации поселка из-за отсутствия подтверждающих документов по регистрационному учету граждан. В 2010 году решением Верхоянского районного суда 95 семей ликвидированного поселка были включены в список граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий. Спустя почти 10 лет они смогут воспользоваться своим правом на получение жилищного сертификата. Кафедра автомобильных дорог и аэродромов автодорожного факультета СФФУ проводит научные исследования в области строительства автодорог Якутии и сопредельных территорий.
В этом году АДФ начинает работу по созданию сети мониторинговых, экспериментальных и промышленных полигонов. Основной целью работ является мониторинг состояния и качества автомобильных дорог и грунтовых оснований, изучение процессов, проходящих в грунтах под нагрузкой, разработка и испытание новых строительных материалов и технологий. Прошедший летний сезон в рамках реализации программы проведен комплекс мероприятий на республиканских дорогах НАМ, УМНАС и АМГА. Это были новости экономики на Якутия-24. Выпуск подготовила Нюргуяна Иванова.